Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за ваше участие, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Мужчина у вас на пороге. Давайте посмотрим, кто он такой и почему он окажется у вас на пороге. Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о ком думать не надо. Песочек все покажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Как все непросто, ой, как все интересно. Мои хорошие, прежде чем я начну эту отсыпку, я задам вам вопрос. И в зависимости от того, как вы ответите на этот вопрос, вы будете понимать, это ваше или нет. Если вы сейчас находитесь в какой-то очень сложной жизненной ситуации, у вас есть серьезные проблемы, вы запутались, вы нуждаетесь в помощи, вы нуждаетесь в поддержке, в материальной, в эмоциональной, в психологической, дружеской, да? Но опять же в интимной, почему бы и нет, да? Многие люди тоже в этом нуждаются, это нормально, это естественно, это физиология. Если у вас есть реально проблема и вы не можете ее решить, тогда эта отсыпка будет про вас. Потому что здесь мне идет мужчина, посланник. Посланник для того, чтобы решить вашу проблему, либо помочь вам в той сложной ситуации, в которой вы сами справиться не можете. Кто его послал? Да сама судьба его послала. Сама судьба его к вам ведет, подталкивает, подгоняет. Судьба услышала ваш зов, ваш запрос, вашу нужду. Да? Скорее всего, были такие мысли, что вот одна не вытягиваю, я одна не справлюсь, я пропаду, у меня не получится. Ой, как мне тяжело, да? Вот ручки опускаю, сил нет. Да? Дальше бороться, сопротивляться, либо пытаться что-то вот разрешить, решить. Если у вас в жизни все хорошо, никаких проблем у вас нет, и вы живете спокойной, самодостаточной жизнью, эта отсыпка будет не ваша. Здесь у меня девушка, женщина, да, которая как прекрасная принцесса оказалась, не знаю, в замке дракона, да, а мужчина, как прекрасный рыцарь, идет ее спасать. Вот в прямом смысле слова. Идет спасать и помогать. Вот такая вот маленькая предиагностика. Сами себе ответьте, ваша это отсыпка или нет. Если не ваша, не тратьте время. А вот если ваша, тогда, пожалуйста, послушайте. Мужчину мне здесь показывают очень серьезным, спокойным, уравновешенным. Мужчина, который знает, как жить правильно, как решать проблемы, как справляться с сложными обстоятельствами. У него и опыт такой прям серьезный, жизненный, и плюс вот такой характер у него. Да? Он не паникует, не истерит, он методично добивается своей цели. Вот есть задача, методично я ее решаю. И я не буду нервничать, я не буду драть у себя, извините, пух на причинном месте. Я буду идти до конца, пока все не решу, пока не справлюсь. Нужна помощь, я помощь найду. Нужны деньги, и деньги у меня есть. Нужна физическая сила, да пожалуйста, у меня ее хоть отбавляй. Да, вот такой мужчина идет, очень спокойный по характеру. Даже в общении может показаться, что он какой-то такой монотонный, да, бурчит себе под нос, да, голос такой у него приглушенный. Такой, знаете, как медитирует, да, говорит, как медитирует, такой успокаивающий голос. Ну, рядом с этим мужчиной действительно вы как в транс впадаете, да, такой расслабляющий, хороший, исцеляющий транс. Вот именно такой человек идет. Так, по поводу внешности ничего не могу сказать, но внешность в принципе приятная. Я не вижу здесь каких-то отталкивающих моментов. Внешность у него приятная. Может быть, не красавец, да? Может быть, не модель, не артист, не обложка журнала, да? Но тем не менее очень приятное лицо. Приятное, миленькое лицо. Что касается его
семейного положения. Ну, вот тут мне кажется, что мужчина немножечко женат, либо немножечко не свободен. Сейчас объясню, что это значит. Да, возможно, человек был в отношениях, и эти отношения, они себя изжили, закончились, но он продолжает общаться с той женщиной. Да, либо в силу обстоятельств, да, еще там не разъехались, не успели там поделить имущество и разъехаться. Вот. У кого-то отыграется, что мужчина решил поменять свою жизнь и, допустим, да, разводится там с женой, и он уехал с одного города в ваш город, да, чтобы вот прям спокойно, чтобы без скандалов, да, чтобы всего этого не видеть. В момент, когда вы его встретите, да, он уже будет один. Ну, либо вам так честно и скажет, что извини, но вот я еще как бы по факту женат, но уже как бы не женат, да, мы там ждем суда, допустим, да, либо ждем там appointment в ЗАГС, да, для того, чтобы вот развестись. Вот что-то в таком ключе. И вы, пожалуйста, ему поверите, потому что это будет правда. Он действительно разводится, либо расходится с той девушкой, женщиной, с которой он очень долго там, гражданским браком, допустим, проживал. Ну, либо долго был в отношениях, там несколько лет, допустим. Там уже как бы все. Причем все уже давно настало, еще до вас настало. Ну, вот какая-то такая мне ситуация. Вы не разрушите ничью семью, вы не оставите детей без отца, а жену без мужа. Это нет, это прям не совсем не то. Вас даже в этом никто и обвинять не станет, потому что они уже расстались. По факту они расстались. Просто в документах, скорее всего, это еще не до конца оформлено, либо не до конца там все поделено. Вот мне идет именно так. Так, дальше. Этот мужчина, он прям от рождения и по призванию рыцарь. Он очень хорошо относится к женщинам. Он их любит, ценит, уважает. Но не так, как вы подумали, любит, а вот именно красотой женской восхищается. Да? Он не бабник, но вот каждая женщина для него по-своему там красавица. Да? Вот он не будет там критиковать женщину за вес, за там, морщины, за прическу. Нет, он очень в этом плане воспитанный и галантный человек. Плюс он уважает женщин, он отдает себе отчет в том, что быть женщиной гораздо сложнее, чем быть мужчиной. И он понимает, что на женщин очень часто очень большая ответственность лежит. И в рождении детей, и в воспитании детей, и в содержании там, семьи, дома, да, готовка, стирка, уборка. То есть он это все понимает, он уважает, он ценит. Он не дамский угодник, но он очень хорошо воспитанный, порядочный джентльмен. Я назову его так. Он, скорее всего, вас покорит тем, как он будет с вами общаться, да, насколько уважительно, с почтением, с тактом, с расстановкой. Да, не будет стараться там, залезть вам как можно скорее там, под юбку. Да, не будет делать вам какие-то пошлые комплименты из серии там, «А зять не нужен вашей маме», да, либо как они там умеют, не особо далекие индивидуумы. Ну, в общем, вам очень понравится, как он общается, вам очень понравится, как он знакомится, вам очень понравится, как он поддерживает интересный разговор. Очень такой ненавязчивый, легкий. Кстати, у него какой-то вот разговор, слова, да, вот слова, которыми он оперирует, слова очень интересные, сложные. И вот не каждый день это услышишь на улице, да, может быть, в какой-нибудь там передаче по телевидению, либо какие-то там знатоки, да, вот уровень владения языком, вот это вам очень понравится. Прям такие интересные словесные обороты, да, вставочки, вот прям будете слушать, заслушиваться. То есть на внешность он не казистый, но когда он начинает говорить, он настолько интересный, настолько вот с ним прям с головой уходишь в этот разговор, да, и сразу он преображается в ваших глазах. Конечно, такой умный мужчина, хорошо образованный мужчина, с поставленной дикцией, да, то, чего мне не хватает. Ну, в общем, девочки, я вам его описываю. Для чего этот мужчина у вас на пороге? Я уже сказала, да, судьба ведет, потому что вы сейчас, видите, вас вот каким-то огромным камнем привалило, он на вашей спине, и вы уже прям, видите, согнулись, ножки согнулись, коленочки подогнулись, и еще чуть-чуть этот огромный камень вас просто раздавит, и вы не в состоянии ничего с этим сделать. Рядом с вами, да, есть какой-то человек, но он какой-то, знаете, флегматичный, несерьезный, такой, знаете, эгоистичный, я бы даже сказала. Но, опять же, разные мужчины бывают. Вы вроде как и просите помощи, а он то ли морозится, то ли он такой, ну да, и ничего не делает. Ну, а может быть, вы именно сейчас разочаровываетесь в том человеке, который рядом с вами находится. И понимаете, что это пустышка, просто пустышка, ни о чем. Человек, который
просто, тратит ваше время. Человек, который абсолютно бесполезен. Человек, на которого ни в коем случае нельзя положиться. Да? Вы это все начинаете осознавать. Этого вам еще больнее становится. Да? Прям совсем неприятная история. Вот это, значит, новый мужчина-рыцарь, который у вас на пороге. Первым делом он с вас этот камень сбросит. Чего бы это ни касалось. Чего бы ни касалась ваша проблема, этот камень он с вашей спины снимет. И дальше он сам будет заниматься этим камнем. То есть, мне идет, что он посланник небес, посланник судьбы, решить вашу проблему, освободить вас от тех тягостей жизни, с которыми вы сейчас столкнулись. А что из этого выйдет? Тут дверь. Дверь, в которую можно войти, и дверь, в которую можно не входить. Тут уже вы будете договариваться. Видите, вы стоите и договариваетесь. Вот вы в юбочке, и вот он такой ведь мускулистый, сильный мужчина, который способен на серьезные вещи. И вот вы перед этой дверью стоите и договариваетесь. Что будем делать? Пойдем туда, войдем. Да, и здесь уже тут голубь летает, цветы цветут, да, здесь уже любовью пахнет, здесь уже отношениями серьезными пахнет, браком, семьей. Либо мы мимо пройдем этой двери. То есть будем общаться вот так вот, будем дружить, будем периодически созваниваться, либо писать друг другу будем. Да, вы будете решать. Никто не вправе заставить вас выйти замуж за этого человека. Да? Никто не вправе, да вы сами, наверное, не вправе себя к чему-то принуждать. Все должно быть естественным путем. Честно говорю, у кого-то отыграется, что мужчина посланник, чтобы вас действительно спасти от ваших проблем и дальше своей дорогой пойти, а у кого-то отыграется, что мужчина посланник не только решить ваши проблемы, но и стать вашим спутником жизни, да? Стать вашей половинкой, надежным и партнером, и компаньоном, и другом, и любовником, и мужем, и вытекающее. Да? Вот для этого идет. Это общая отсыпка, и вы все слишком разные. Смотрите, и этот исход хороший, и этот исход хороший. Да? Как друзья вы тоже можете состояться и общаться всю жизнь. Да? Друг друга поддерживать, друг другу помогать, да? Друг другу приятно делать. Как пара, как парень и девушка, да, мужчина и женщина, влюбленные, вас тоже ждет очень хорошее будущее, да, потому что здесь и все намеки на брак идут, да, на счастливую семейную жизнь. Уже будете решать вы, уже будете выбирать вы. Вместе вы это все будете проговаривать. Но сразу хочу вас предупредить, в процессе, когда этот мужчина вам будет помогать, у него к вам зародятся чувства, очень нежные и очень теплые. То есть если эти чувства развивать, то есть войти в эту дверь, то это все перерастет в любовь. Если эти чувства не развивать, оставить все как есть, то вы будете действительно хорошими друзьями. Мне идет, что это вам как подарок судьбы, можно так сказать, либо рука небес, да, вам помогают. У вас есть проблема, она вас вот-вот раздавит, в прямом смысле слова, да, потому что ножки уже подогнулись, уже вы вся скрючились, очень тяжело. Решить вы эту проблему не можете, может быть, ангелы не в состоянии, да, воплотиться и решить вашу проблему, поэтому посылают к вам рыцаря. А у этого рыцаря, я так понимаю, был запрос. Запрос, желание кому-то помочь, кого-то спасти, да, желание сердца, я хочу быть нужным, да, может быть, человек верующий, да, и он так мыслями: Боженька, пошли меня туда, где я буду нужен, да, где я смогу быть твоими руками. И вас соединят, да, чтобы и вам помочь, и мужчина воплотил свои желания, да, помогать людям. Мне идет именно так. Судьба решила, что именно вы должны встретиться именно в таком порядке. По поводу вас еще хочу сказать, что этот огромный камень, это какой-то как подстава мне идет, как обман, да? Может быть, вас кто-то заманил в эти проблемы, либо кто-то вам создал эти проблемы, кто-то вас обманул и в проблемы прям, головой у вас кинул. Тут еще что-то должно раскрыться. Личность, персонаж, да, кто это все с вами сделал. Себя ни в чем не вините. Точно не сами себе этот огромный камень на спину возложили. Это кто-то сделал, это кто-то постарался. И вы еще все это узнаете. Обязательно узнаете, обязательно поймете. Могу сказать, когда произойдет встреча? В ближайшее время. Видите, дороги все сходятся в одну точку. Ближайшее. Вы все разные. Кто-то может завтра этого мужчину встретит, кто-то послезавтра, кто-то через неделю, да. Но тут скорый срок.
Где вы его встретите? Встретите вы его, когда прям надежда угаснет. Надежда угаснет решить свой вопрос, либо избавиться от этой проблемы. То ли вы кому-то расскажете, и этот мужчина услышит, да? То ли вы кому-то обратитесь, человек скажет, я не могу, я не знаю, но вот у меня есть кто-то, кто может тебе помочь, да, вот как рекомендацию дадут. Может быть, вы где-то на улице встретитесь, да, у вас будет грустное лицо, этот мужчина скажет, ой, девушка, вы такая красивая, почему вы такая грустная? И вы такая, сейчас я тебе все расскажу, да? И он такой, да я же помогу, я же знаю, как это делать. Вот как все сойдется. Даже если вы не привыкли с мужчинами на улице общаться, знакомиться, либо рассказывать о своих проблемах, тут вот прям польется из вас информация. Потому что так должно быть, так судьба захотела, так высшие силы захотели. В общем, девочки, я вас поздравляю с тем, что ваши проблемы решатся. Они точно решатся, потому что этот мужчина, он для этого и послан. И второй момент. Ничего не бойтесь. Если вы чувствуете, что этот мужчина вам очень нравится, и вы хотите с ним прожить всю жизнь, конечно, входите в эту дверь. Если вы прям чувствуете, что не мой типаж, да, флюидов, да, не ощущаю, да, гормоны в тишине сидят, притаились, тогда честно ему об этом скажите, да, только не играйте с ним, это очень важно. Иначе, кстати, это еще и может быть чревато. Да, хороший человек с добрым сердцем вам помогает. Не надо с ним играть и не надо им пользоваться. Вот, это тоже очень важно. Хотя я думаю, что вы такая женщина, что никогда таким заниматься не будете. Мои хорошие, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.